Здравствуйте, дорогие преподаватели и участники Международной Олимпиады. Я Йокубов Джасур, студент пятого курса стоматологического факультета Таджикского государственного медицинского университета имени Абу Али ибн Сино. И сегодня мы вам продемонстрируем этапы препарирования и реставрации зубов. Вот на модели, как вы видите, в области 46-го зуба на нижней челюсти имеется на жевательной поверхности кариозное поражение, которое соответствует первому классу по Блэку. Как мы уже знаем, препарирование первого класса по Блэку состоит из 5 этапов. Первый этап — это раскрытие полости, то есть мы раскрываем вот кариозную полость. После этого у нас далее происходит расширение полости, мы расширяем полость. Третье — это некроэктомия, мы должны удалить некротизированный пигментированный дентин, а после этого формирование полости для фиксации пломбы. И последний этап — это финирование, то есть удаление шероховатости эмали и дентина внутри полости. Так как уже сказали, первый этап — это раскрытие, и для раскрытия полости мы используем вот специальные твердосплавные борчики фиссурные. Медленно начинаем раскрывать кариозную полость. Но мы должны учитывать то, что мы должны минимально сделать иссякание, то есть избыточное иссечение. Мы малоинвазивно должны работать, чтобы максимально сохранить здоровые ткани зуба. И мы работаем, так как работаем на модели, а на живом зубе мы должны использовать систему водно-воздушного охлаждения, чтобы оттравмировать пульпу. Так как имеется рог пульпы, мы должны не задеть его, чтобы не раскрыть полость. И вот мы раскрыли полость. Следующим этапом является расширение полости. Следующим этапом является расширение. Мы используем метод профилактического расширения. Она дает возможность сократить потерю здоровых твердых тканей зуба на окклюзионной поверхности. И расширение тоже будем проводить с помощью фистурного бора. И при расширении мы должны учитывать то, что дно полости должно быть закругленным или ступенчатым. Нужно избегать вот острых краев или излишнего иссечения здоровых тканей. Следующим этапом является некроэктомия, удаление размягченного дентина. Мы должны удалить размягченный и пигментированный дентин и должны с осторожностью удалять, так как можно повредить рог пульпы, и нам этого не нужно. Мы уже удалили вот размягченный дентин, и для
того, что убедиться, что мы полностью удалили некротизированную ткань, есть, ну, на модели этого показать невозможно, но на живом зубе можно показать. То есть имеется ряд кариес маркеры, которые тампоном можно вот смачивать вот на этот кариес маркер и поставить, наложить вот на дно полости, на полость. И вот эти размягченные пигментированные дентины, они просвечиваются, и те участки, которые просвечиваются, можно удалить бором твердосплавными на малых оборотах или вот экскаватором. Четвертый этап нашего препарирования является формированием полости. Мы полость формируем, то есть шаровидным борчиком, так как она дает нам закруглить дно полости с стенкой зуба. То есть дно полости должно быть закруглено по отношению к стенке полости. И она должна быть плоской. Последним этапом нашего препарирования является финирование. То есть мы придаем скос полости зуба, то есть мы делаем скосы под углом 45 градусов для хорошей ретенции пломбировочного материала с полостью зуба. Для хорошей фиксации, можно сказать. Вот мы придали скос. И финирование, то есть это удаление шероховатости полости зуба для хорошего прилегания пломбировочного материала. Все наши препарирования должны быть с использованием водно-воздушного охлаждения, чтобы избегать повышения температуры в полости. И вот, как вы видите, уже у нас вот имеется скос. Наша полость сформирована. Убрали острые углы. И теперь мы будем проводить медикаментозную обработку. Для этого мы используем перекись водорода, так как в нем имеется атомарный кислород, он полностью убивает бактерии, микробы. Вот мы провели медикаментозную обработку. После этого мы
Высушиваем полностью. Но не надо пересушивать, так как дентинные канаты должны быть всегда влажными, чтобы не нарушить ретенцию свойств дентинных канатов. После медикаментозной обработки у нас начинается этап реставрации. И реставрацию мы начинаем с нанесением изолирующей прокладки на основе стеклоиномерного цемента. Стеклоиномерный цемент состоит из алюмосиликатного стекла и полиакриловой кислоты. После нанесения стеклоиномерного цемента мы зондом осторожненько распределяем равномерно в полость зуба. Реставрацию мы проводим техникой послойной реставрации, то есть послойно будем восстанавливать борозды и бугорки у зуба. Проводим полимеризацию изолирующей прокладки в течение 15 секунд. После того, как нанесли изолирующую прокладку, мы с осторожностью протравливаем полость ортофосфорной кислотой 36%. Ортофосфорная кислота, она растворяет все неорганические частицы и образует микропоры на эмали дентины, что способствует хорошей микроретенции в дальнейшем при пломбировании. Ждем 15 секунд. И мы должны избегать того, чтобы промыть ортофосфорную кислоту водой. Мы должны осторожненько с насосом удалить с поверхности полости, так, чтобы не попала на слизистую оболочку пациента. После того, как убрали протравку, мы высушиваем хорошенько. И у нас начинается этап адгезии. То есть мы наносим бонд. Так как видите, это бонд 4-го поколения. Она уже в составе имеет праймер и адгезив, что очень удобно при использовании. Бондинг является мостом между зубом и пломбировочным материалом. То есть она способствует очень хорошей фиксации и ретенции. И осторожно воздухом хорошо распределяем равномерно внутри полости. После этого на 15 секунд мы
проводим полимеризацию бонда. После того, как мы нанесли бонд, мы определяем цвет зуба по шкале Вита. Она нам нужна для максимальной эстетичности, можно сказать, чтобы придать зубу свои исходные формы и цвет. И у нас вот, как вы видите, цвет нашей модели B2. После этого начинается, как мы уже сказали, послойная реставрация. И мы начинаем с нанесением дентинного слоя и будем использовать микрогибридный композит фирмы Мегадента, Мегафил. Композит состоит из двух частей. Из неорганического наполнителя и органического матрикса. Чем больше неорганической составляющей, тем композит становится прочнее, тем меньше она становится более эстетичнее. У нас сегодня мы используем Мегафил, он микрогибридный композит. И так как у нас жевательный зуб, то есть нам нужна прочность превыше всего, чтобы распределять физиологическую нагрузку при жевании. При реставрации мы будем использовать гладилку, так как у нас полость маленькая, мы будем использовать маленькую гладилку со штопфером. И будем послойно не нарушая физиологический вид, восстанавливая бугры, реставрировать. Проводим полимеризацию. Полимеризацию проводим в области нанесения, так как частицы накапливаются в этой области. Также для того, чтобы минимизировать полимеризационный стресс, мы со всех сторон поддерживаем лампу. И вот нанесем вторую порцию, второй слой. Стараемся максимально восстановить анатомическую форму зуба. Еще раз напоминаю вам, что это дентин для естественности. Мы с помощью дентина сначала полностью обозначаем борозду, и потом после этого восстанавливаем бугорки.
Вот теперь наносим эмалевый слой. Используем вот такую гладилку для того, чтобы выразить борозды. Она очень удобная. Вот наш суп почти уже готов. Остается последний слой. Вот последний слой у нас. Мы почти уже закончили. Также некоторые делают художественную реставрацию, то есть по своему вкусу. Но художественная реставрация отличается тем, что она не учитывает там физиологическую нагрузку на зуб. Она проводится только по с эстетичной целью. С целью эстетичности. Вот после того, как мы уже все закончили, посмотрите, у нас получился вот такой зуб. Борозды очень хорошо выделены. Но для большей эстетичности некоторые используют красители и наносят вот в области борозд. Они то есть эти красители выражают вот эти борозды. Они становятся еще более эстетичными. Теперь следующим этапом является с помощью зонда определение краевого прилегания, и чтобы зонд нигде не застревал. Вот, все хорошо, краевое прилегание нормально. Немножко имеется шероховатость. Шероховатость уберем. То есть начинается уже этап полировки. Берем ключ и полировочный диск. Устанавливаем на угловой наконечник.
И осторожно начинаем полировку. Полировочным диском мы можем только убрать шероховатость в области бугров. После того, как полировочным диском отполировали, мы берем резиновую щетку. Начинаем хорошенько полировать этой щеткой. Последним этапом полировки является полировка с помощью щетки и полировочной пасты. Немножко берем полировочную пасту. Сначала нанесем после этого малыми оборотами. То есть она придает блеск. В общем, последний этап она показывает заключительную форму зуба, то есть заключительную эстетичную зуба. После этого мы промываем пасту, а потом высушиваем.